Две тракенинские лошадки родились в Сыктывкарском конно-спортивном центре «Аврора». Порода редкая и в России на сегодняшний день представлена только в нашей республике. Познакомилась с жеребятами Юлия Момотова. С разницей в 4 дня тракенинские кобылы Бангора и Оберона стали мамами жеребят редкой породы пиговой масти. Новорожденные появились на свет с особым окрасом. По всему телу белые пятна разных размеров и форм. По-другому их еще называют пежины. Их родители для пополнения хозяйства породистых лошадей были привезены из Литвы. Необыкновенные лошади появились, потому что такие необыкновенные изначально их родители. Когда я решила, что нашему хозяйству необходимы такие лошади, хорошие, спортивные, но при этом пеги, я с удивлением узнала у специалистов НИИ коневодства, что таких лошадей в России нет. И мне перечислили ряд стран, в которых можно попробовать хотя бы найти таких лошадей и договориться о покупке. И ближайшей из них оказалась Литва, знаменитый на всю Европу Нямунский конезавод, который дает целую плеяду ежегодно с хороших спортивных турнирных лошадей, ну, скажем так, всему миру. Жеребята еще только начинают познавать мир, учатся правильно бегать, ходить и ориентироваться. Чтобы избежать риска травматизма в табуне, длительное время они будут содержаться индивидуально. Убирают у них чаще, чем у остальных лошадей, то есть и опилок больше насыпают, потому что жеребенку нужно тепло и мягко. Вот. Жеребят на самом деле сначала очень пугливые, такие убегают, пытаются спрятаться за мать, особенно когда еще пролезают под ней очень постоянно. Вот. А потом они на самом деле очень быстро свыкаются с человеком. То есть, например, у Обероны кобылка, она уже привыкла к тому, что человек постоянно к ней подходит, то есть уже не так убегает. У Бангор более такая пугливая. Посмотреть на уникальных животных приходит и местное население от мала до велика. Говорят, уж очень окрас у них необычный, ну а детям особое любопытство приносит яркая игривость маленьких жеребят. Мы постоянно приходим сюда, зверят кормим, смотреть на них, все нам очень нравится. Внучке маленькой очень нравится, мы сюда с детства практически ее, как гулять, так сюда. А сейчас еще тут жеребята, у нас какой породы, какая красота. Вообще здесь очень нравится, покой такой, так очень хорошо здесь. Кроме любознательных горожан, ежедневно руководителю конного центра приходят и просьбы продать лошадей. Очень большой шквал просьб и предложений о покупке, о продаже, о приобретении хоть на каких-то условиях и так далее. Даже к нам обратилась одна известнейшая спортсменка России из Санкт-Петербурга, что она всю жизнь мечтала выступать на соревнованиях на пегих лошадях, и нет ли возможности лично для нее приобрести одну такую лошадку. Сотрудники конного клуба уверены, что в будущем жеребята станут турнирными лошадьми и принесут немало побед, а потом и пополнят маточный состав хозяйства. Ну а пока их главная задача – расти, набираться сил и радовать жителей столицы Коми своим необычным окрасом. Юлия Момотова, Эдуард Фомичев, телеканал «Юрган».